Дело в том, что здесь, в Сталинабаде тогда, был Сталинабад, жила моя родная сестра, а в телевидении работала, а ее коллега – брат моего мужа. И вот мой муж, который тогда учился на 3-м курсе, его отправили на практику в Куйбышев, ныне Самара. И тогда брат его сказал, что, может быть, сестре, может быть, ты что-то передашь через брата своей сестре, маме, с папой. Она сказала с удовольствием. Ну и вот с этого все началось. Он приехал, мы познакомились, потом многочисленные встречи. Он приехал с ребятами тоже, которые обучались с ним в Политехническом институте, на строительном факультете. И они... Потом встречи у нас дома, потом я приехала в Сталинабад, потом Джура приехал к нам, потом все кончилось свадьбой. Муж мой учился в Политехническом институте, это был первый выпуск Политехнического института, поэтому спрос с них был очень большой, и тогда все студенты, которые должны были проходить практику, были отправлены во все города Советского Союза. Вот. Его отправили в Куйбышев, затем он через 2 года закончил вуз, и его назначили завучем одного маленького техникума, строительного техникума. Там он проработал, может быть, я хорошо не помню, 1 или 2 года. Его назначили первым секретарем райкома комсомола вот этого района. Был Октябрьский район раньше, сейчас район Исмаила Сомони. Вот. Затем по лестничке тихонечко секретарем горкома партии, затем зав. Отделом ЦК партии агитации и пропаганды, главным редактором журнала «Коммунист Таджикистана» работал, и потом уже в посольство Афганистана. Вот. Сюда мы возвратились, была не очень хорошая обстановка. Он по своему плану, который он наметил еще раньше, защитил докторскую. До этого он был в Академии общественных наук кандидат исторических наук. Здесь он в очень тяжелое время защитил докторскую в Москве, а потом стал подниматься по лестничке партийной. Сейчас проработал он на кафедре Славянского университета, заведующей кафедрой международных отношений, потому что сам он дипломат. Вот. А потом перешел в Национальный университет. Сейчас он в Национальном университете. Кафедра тоже международных отношений. Я родилась в немецком городе Энгельс. Это другой берег Волги, напротив Саратова. Это бывшая республика немцев Поволжье. Там я закончила начальную школу на немецком языке. Она была автономная республика, не социалистическая. Она была автономная советская республика. Вот. А потом мы из Самары переехали вот в Саратов, потому что папа военный, и тогда 3-4 месяца семьи были на одном месте. А потом снова выезжали в города, которые назначил военкомат. Отец был работником МВД. Совершенно 2 противоположных лагеря. Вот. Во-первых, конечно, языковой барьер. Нам ничего не было известно, к нашему сожалению, может быть, к стыду. Очень мы мало знали о республике. И языковой барьер, прежде всего, это была трудность наша. Вот. Новые обычаи, новые традиции, новые какие-то семейные отношения, вот. Новые отношения с родственниками.
тем более с теми, которые прибыли из других городов Советского Союза. Вот. Конечно, я не сразу привыкла. Я, иногда плакала, иногда сильно переживала. А поскольку муж очень хорошо рисует, как профессиональный художник, я нашла репродукцию одну русского леса. Сквозь листву пробивается луч солнца, где-то там маленькая кучка хвороста, и мы, дети, бегаем по этой маленькой тропинке в лесу. И я сказала: нарисуй мне, сделай мне, пожалуйста, картину. Я должна вспоминать свое детство и свою юность. Он нарисовал, вот когда, как говорит Насип Бушат, вы придете ко мне, и вы посмотрите эту очень красивую, написанную маслом, картину. Потому что она меня немножко, в хорошем смысле слова, отвлекала. Вот. Отвлекала. Вот. Конечно, требовалась такая толерантность в отношениях, потому что я, в принципе, была совершенно чужая и по языку, и по обычаям, и по традициям, и по семейным отношениям. У нас все по-другому. Но училась и научилась. Знаю все обычаи, все традиции, исполняю все абсолютно. Все праздники отмечаем. И таджикский, и немецкий, и русский. Абсолютно. Я, конечно, неприлично так хвастаться, но мне кажется, что я очень хорошо готовлю. Я очень люблю овощное ассорти. Вот делается это по-таджикски, сначала пережаривается все там. Вот. Мне вообще очень до сих пор, я очень хорошо помню, когда я первый раз в гости пришла к ним, я помню удивительный запах фаршированного перца. Я до сих пор, у меня где-то в ушах, и в носу, и в глазах вот это блюдо. Мы по-другому совсем готовили. И я всегда говорю, что этот запах и вот этот красивейший вид фаршированного перца у меня, по-моему, до сих пор. Перец фаршированный очень люблю готовить. Он у нас немножечко попроще, у нас другое. Вот. Я все готовлю. Прекрасно. Вот. Но я, конечно, приехала, ничего не умела делать. И у Джуры очень был большой здесь человек, родственник, муж его старшей сестры. Он был тогда главным редактором журнала «Коммунист Таджикистана». И вот, когда приходили гости, мы его приглашали плов варить. Я же не умела. Да. Вот. В общем, целый год я сидела и смотрела. Наступило время, когда он не пришел однажды, просто опоздал или плохо себя чувствовал, я это не помню момент. И я сама решила делать плов. Он чуть-чуть позже пришел и говорит: а кто готовил плов? Я сказала: это я делала. Он говорит: не может быть. Я говорю: это я. Это я первый раз и очень удачно сварила плов. Дело в том, что я сейчас не очень хорошо помню, но я пришла после первого, единственного урока немецкого языка и сказала дома: я буду обязательно учителем немецкого языка. Я вот подробностей не помню, но я слишком маленькая была, 3 класс, наверное. Вот. И вот эта Зоя Михайловна была такая худенькая, маленькая, она умещалась на половине стула, такая. Подробностей не могу сказать, просто что-то не помню. Но я сказала: я буду учителем немецкого языка. Значит, что-то мне понравилось. Либо ее отношение к нам, либо произношение. Она была в солидном возрасте уже, но худенькая и маленькая, и поэтому как молодая. И я
все время несла эту мысль. Я знаю, что вот с такими помыслами, как у меня, сейчас дети не живут. Они выбирают в последний момент, да, что выберет папа, что выберет мама. Не они сами. Но я это с 3 класса я решила. Я буду только учителем и только немецкого языка. Ну, с немецким языком у меня много связано. Во-первых, республика, город, мать. И, ну, в общем, все было связано. Школа. Ну, все. Даже вот в институте я закончил 2-й язык, правда, с отличием 2-й язык английский, но работала всегда по немецкому. Я преподавала всегда. Поэтому, когда говорят по-английски, там, в Америке, я понимаю, но не говорю. Когда должны были родиться дети, я мужу сразу поставила условия. Я знаю, что вся республика говорила по-русски. Мне это как языковеду не нравилось, потому что дети должны знать язык родителей. И я сказала, значит, давай договоримся. Ты будешь говорить с ними по-таджикски, я буду говорить с ними по-русски. Вот. И вот до сих пор сын звонит, дочь Нигиночка звонит. И до сих пор они великолепно разговаривают по-таджикски. Великолепно. И все говорят, что если бы мы не знали, что это твои дети, мы бы сказали, что они выросли в чисто таджикской семье. Поэтому я добилась своего и сказала, ну вот, я не хочу, чтобы плевались там на могилке на моей, когда вы не говорили бы по-таджикски на родном языке отца. Вот. Поэтому я добилась своего, и до сих пор все они разговаривают по-таджикски со всеми, кто приходит, со всеми во дворе. Даже вот сейчас приезжают, когда внуки, Джира учит их таджикскому языку. Я говорю, они должны знать язык дедушки. Я выучила их языку бабушки. Вы знаете, я не знаю, особый это момент или нет. Я знаю, как-то была Олимпиада. И я впервые, учитель школы в городе, заняла 1-е место в республике. Я победила Худжант. А Худжант – это гимназия немецкая. У них 2 раза, у них ежедневно по 2 урока, ежедневно. А у нас 2 раза в неделю. И вдруг моя девочка занимает 1-е место. Это был шок. Для всех шок. Для меня прежде всего, а для ленинабадцев, тогда Ленинабад был, прежде всего. Они подали апелляцию. Нет, это неправильно. Нет, что-то не то. Что-то там Латифова что-то сделала, организовала. Я как раз к таким людям не отношусь. Я все очень честно делаю. Вот. Мы апелляцию выиграли. Они очень обиделись. Очень обиделись. Ну, в общем, им пришлось согласиться с тем, что у меня 1-е место. Это был шок. И еще один момент. Мне всегда... Я чувствовала очень себя уверенно и хорошо, когда в конце учебного года у нас вручали грамоты учащимся за участие в олимпиадах, за получение призовых мест и так далее, и так далее. И когда вручали эти грамоты, получалось так. Объявляли 9 класс, 1-е место, ну, допустим, буду так, номинально, Иванова, 2-е место Петрова, 3-е место Сидорова. Вот. 10 класс, 1-е место это, 1-е место 2-е немецкий, 3-е немецкий. И то же самое 11 класс. И родители говорят, а где эта учительница? А я стою так в уголке во дворе, вот. Ну, как-то это самое. Вроде и приятно,
и как-то стеснительно. Вот это для меня были самые яркие моменты, потому что подтверждали, что я неплохой специалист, что я очень люблю свой предмет, что дети ко мне относятся великолепно, хотя я очень строгий как преподаватель, а после уроков я друг. Я очень хороший друг. И они, не стесняясь, общаются со мной уже не как с учителем, а как просто с человеком. Вот. И я всегда у меня есть контакт. Даже когда я взяла одну маленькую группу маленьких детей, одна была неполноценная девочка. Она была близнец со своим братом. Ну и такая недоразвитая просто в корень. Ну и мне учителя говорят, не обращайте внимания, пусть она сидит и ничего, просто ставьте там тройку и все. Вы знаете, первый год 3 класса закончилось тем, что она читала немецкие стихи, и они сидели сами, говорят, вы что сделали? Вы что наделали? Кстати, я сама пишу стихи и на немецком языке. Я не буду подробно, я этого никогда не говорю, потому что это был очень печальный момент в моей жизни с дочерью. Она очень сильно болела, и я на этой почве тоже разболелась. Я в это время приехала из Ташкента, где был концерт моего сына по произведению Шнитке. И когда он должен был определяться, или он уедет, или останется. И мы были в Ташкенте. И когда я приехала сюда, я смотрю, что дочь меня не встречает. Я удивилась, такого у нас не было. Когда я явилась, моя дочь лежит совершенно больная, без движения, без ничего. И мне плохо. Я только единственное крикнула: дайте мне карандаш и бумагу. Это было в сентябре 1998 года. И вот с тех пор я пишу стихи. Я никогда не подозревала, что во мне вот это сидит. Никогда в жизни. Не то, что сын мой будет композитором, очень хорошим композитором, что у него будет хороший слух, а я в детстве сказала, в их детстве, ты будешь композитором, а ты будешь врачом. И знаете, я получила результат. Нигина моя врач, а сын мой очень хороший композитор. Я не знала ни способностей сына, ни способностей дочери. Я вот так решила. Мне очень нравились врачи и очень нравилась музыка. Хотя у меня медведь на ухо наступил, если честно. Я потом стала соображать немножко, когда я стала посещать уроки спецшколы. Он закончил спецшколу и Московскую консерваторию. Дочь у меня великолепный врач. Великолепный врач. Она не только педиатр. Она такой общий. И она, когда приезжает, она лечит наш весь двор. Ой, Нигина приехала. Ее приглашают. Или ее приглашали. Она приходит, берет спирт, берет ваты, берет аппарат. И что-нибудь даже покушать. И идет к соседям, там с ними общается, лечит их. Нет. И Алишер тоже. Сам он поступил, он просто взял чемодан, тогда еще деревянные чемоданы были. Я помню. Да, взял чемодан и поехал в Москву. Единственное, чем я ему помогла, это был год, когда возвращались все поэты и писатели из изгнаний. Гумилев, Цветаева, все они, когда их стали разрешать. Бондарев, «Горячий снег».
Вот. И тогда уже в экзаменационные билеты включили по литературе эти произведения. А я очень много читаю. У меня очень большая библиотека. И он мне звонил: мама, расскажи, пожалуйста, а то вдруг мне попадется. И я по часам, целыми часами, я ему рассказывала краткое содержание вот тех произведений, которые входили в список билетов. И что интересно, ему досталась Марина Цветаева. Причем, мало что это Марина Цветаева, его нянчила жена Цветаева. Здесь был великий композитор Цветаев, наш сосед. Ну, мы тогда не очень хорошо разбирались, если честно. Вот. И он вот голышком лежит, а он пишет музыку, он играет, а он дергается ногами, руками. То есть мой сын вырос на музыке Цветаева. Вот так я и начала писать стихи. Но стихи мои, они под названием «Крик души». Я не пишу на заказ. Я пишу только по вдохновению. Если я плачу, я обязательно должна писать. И я порой так пишу, что вот кто-то приходит и говорит: Светлана Павловна, прочитайте немножко свои стихи. Я порой не могу их прочитать, у меня ком в горле. Я сама иногда листаю и мужу говорю: а кто это написал? Они не опубликовывались. У меня такой характер. Я писала только для себя, для своих чувств, чтобы реализовать свои чувства через вот эти строчки. Но как-то я прихожу, что-то у меня какое-то вдохновение было, и я говорю, что а где мои все записи? Он говорит: приходил редактор вот этой Дома писателей, он был армянин, сейчас, извините, не помню фамилию, он прочитал стихи, я ему дала стихи, он прочитал и говорит: скажите своей жене, что она плохой человек. И он сказал: скажите своей жене, Джурай Латифович, что она очень плохой человек. А он говорит: как это я скажу? Почему? На таких стихах нужно учить всех. Почему она все это делает втихую? Почему она не опубликовывает? Говорит, у нее такой характер. Вот. И взял мои стихи и стал опубликовывать их в журнал «Памир». Стал это самое, ну, мой портрет там оказался, там несколько слов таких добрых обо мне. И стихи я как раз, он отобрал дочери, я написала, сыну написала, «Загадочная русская душа» написала «Русская песня» и еще что-то. Ну, в общем, 2 или 3 листа. Я очень отругала своего мужа и сказала, что это мое царство и мои мысли, и там написано «Крик души». Я не пишу вот, что звездопад, там дождь со звездами. У меня крик души. И он стал опубликовывать. Вышел 1 номер, 2 номер. И вдруг он внезапно умирает. Он был больной. Вот. И на этом все кончилось. Мои публикации все закончились. Хотя я была знакома с новым человеком, но почему-то мне это не понравилось. И я сторонница не печатать ничего, я сторонница написать от руки. Я всегда говорю: доченька, вот тебе мое завещание. Вот, будешь читать. Она говорит: а можно книгу сделать? Я говорю: мне книга не нужна. Я хочу, когда меня не будет, ты будешь читать эти строчки, и в каждой строчке ты будешь видеть меня. Потому что это записано моей рукой. Или я плакала, или я переживала, или гневалась на кого-то. В общем, каждая строчка – это мой характер. Она
В принципе, мама, я очень согласна. Это здорово, что ты, я говорю, я против того, чтобы было напечатано в какой-то там типографии. Вы знаете, у нас связь постоянная. Угу. Вот просто постоянная, если поверите. Нигиночка звонит по 3 раза в день. И я знаю, значит, вот эти часы, когда она отводит в школу, то сначала девочку отводила, ей сейчас 18 лет будет. Она уже по баллам прошла в университет в Нью-Йорке. Вот. Маленький мальчик, и она учится в школе одаренных детей. И каждый год сдает экзамены на то, чтобы остаться в этой школе. У них какая-то другая система поступления. Да. Значит, вот с первых классов они набирают баллы, и вот эти баллы являются источником вдохновения вот этой жюри. Они берут все эти баллы, подводят итоги и предлагают институты. Может быть, один из них тот, который она это отметила. Сейчас она сдала документы в 15 этих университетов. В 3 она уже прошла. В 3 она прошла. Причем хорошие, в конце концов, вузы этого США. Я вас попрошу, это очень большое значение имеет. Дальше. Сын приезжал, здесь был конкурс по росту. Конкурс по росту музыкальный. И он приезжал, его приглашали. Угу. Там он гастролирует и работает преподавателем, частным преподавателем музыки. Он тоже в США? Да, он тоже в Нью-Йорке. А Нигина немножко по-другому. Нигина – это человек, я иногда порой думаю, а кто у нее мать? И я говорю, что почему ты так трепетно ко мне относишься? Я хорошая мама, выполняла все, что написано Богом для матери. А она всегда говорит, ты не знаешь себе цены. У тебя комплекс. Ты не знаешь себе цены. До последнего вздоха. До твоего последнего вздоха. Я очень тяжело болела, вот 1,5 года. Она все время приезжала, оплачивала все мои 3 операции. Оплачивала полностью. Оплачивала всех, которые подходили и которые общались со мной в больницах. И смотрела в это время за домом и за папой. И оставляла детей в Нью-Йорке. Вот как я общаюсь. Это здорово. Я ни одного слова, ни одной мысли не придумала. И они тоже знают здесь, что у меня Нигина особая. Особая. Это я не знаю. Я порой спрашиваю, Нигиночка, а кто тебя родил? Ну, на это отвечает, знаешь, пора уже себе цену знать. Вы знаете, конечно, сложно. Но у меня муж никогда не сопротивлялся моим планам, если честно. Он никогда не ставил вопрос «не работай». Или что-то такое. Дети. У меня дети очень воспитанные. Очень, потому что он занимал такие посты, и мне нужно было, чтобы они меня не подвели, и его не подвели. Вот. И как-то удавалось, не потому что я силой их воспитывала. Они просто, наверное, вот родились такими. Они очень воспитанные. Не потому что я их мать и говорю так, а я говорю как педагог, сравнивая со многими детьми. Вот. Но я отношусь к здешним детям очень хорошо.
Потому что в каждой девочке я вижу свою дочь. В каждом мальчике я вижу своего Алишера. Вот. И всегда думаю, а вдруг вот если бы вот я вот сейчас вот им помогу, значит, и Бог поможет там. Моим детям тоже поможет. Потому что им трудно, они в другой стране, с чужим языком, тем более Нигина, она разговаривает все время с мужем по-английски, он американец. Вот. И вот. Но с детьми она говорит по-русски. И все удивляются, обычно смешанные там семьи, бабушки не занимаются детьми. Да. Они вот подбегают, например, в парке, подбегает, и он с ней говорит по-английски, она, значит, закинула глаза туда, высоко-высоко в небо, и I am, вот. А когда слышит, как Стефани разговаривает по-русски, говорит, откуда такой русский язык? Откуда литературный русский язык? И Джура говорит, что если бы я не видел, что ты 3 дня сидела, научила ее языку, писать и читать, мне бы кто угодно, я бы не поверил. Но я был в этой комнате. Вот это было. Вы знаете, брак иногда действительно бывает браком. Брак – это тяжкая работа. Семейные отношения очень тяжелые. Особенно, когда человек себя посвятил, например, ну, как он, партии, воспитательному процессу, политике, когда его редко видишь, когда он приходит измотанный, такой закрученный и так далее. Здесь, конечно, помогает немножко все. И твое образование, и твое воспитание домашнее. У меня великолепный отец меня воспитывал. И воспитание, и, конечно, толерантность, когда терпение, может быть, даже иногда во вред идет, но ты обязана терпеть. Помощь детей, их отношение к отцу, они очень трепетно к нему относятся. Они его очень уважают, называют на «вы». И мне это очень нравится. И, конечно, любовь. Мне все говорят, Свет, он же тебя любит. Но у каждого мужчины свой тип любви. Правильно? Один скажет открыто, другой начинает сюсюкаться, третий молчит, четвертый что-то такое там вякает. Но я знаю, в принципе, он никогда мне не сделал замечания, какая должна быть прическа, какая должна быть одежда, длинная или короткая. Вот. Он никогда не делал замечания, если ко мне приходили гости, преподаватели и вообще свои женщины. Никогда. Он мне не навязывал свой образ жизни. Никогда. Абсолютно. Это вот честно. Вот. Он никогда не заставлял меня там принять его веру. Потому что каждый рождается уже в утробе матери, он уже рожденный вот своим образом, своя конфессия уже. Он еще сам не понимает, он еще маленькая точечка, но он уже носитель этой конфессии. Вот. И иногда хитрость, и иногда даже обман, потому что обман бывает во славу, во благо результата. Вот. Мне иногда Нигина говорит, ну ты же это давно знаешь, ты же сама мне рассказывала, что ты открыла рот и вот и так слушаешь его. Я говорю, ну ему кажется, что я не знаю. Ему кажется, что я не знаю, поэтому, ну пусть он вот чувствует, что я только что узнала.
Какая мне от этого это самое, какое значение имеет? Зато ему приятно. Он сообщил мне какую-то новость. И вот все в сочетании, вот, все вот это я перечислила, все это вот, это работа, тяжкая работа. И, конечно, очень многое зависит от женщины. Как она? У меня всегда порядок. У меня всегда все бывает. И он ухоженный. Очень ухоженный. Даже если когда воротничок, вот бывает иногда, закинется, и там в ЦК, там, поправьте воротник. А другой говорит, это Светлана, наверное, в Кисловодске. Она уехала. Летом я всегда уезжал. И это ее нет. Но я считаю, что я очень много достигла через свои старания, стремление, такую самоцель, целеустремленность. Я себе поставила всегда цель, чтобы не подводить мужа, имея послужной список такой серьезный, чтобы не говорили, что она жена этого, и она ничего не делает, ничего не может и так далее. Я стремительно все это делала, потому что считала это мой долг. И мои знания, мои вот стажировки, они мне очень много помогли. Очень много помогли. Я Германию вот исколесила вдоль и поперек, и участвовала во многих там мероприятиях. Преподаватели были все из ГДРовской части. Они все хорошо владели русским языком, потому что даже гидами работали дети старших классов. Вот. И я, когда приезжала, я свободно, мне говорили, вот таджичка, они, иностранцы как? Если из Таджикистана – таджичка, из Узбекистана – узбечка, из России – русская. Вот. Вот. Откуда такой язык? Откуда такой язык хороший? Я говорила, что и вы мне помогаете, и я работаю. И что интересно, достижения мои за счет учебников, немецких учебников еще. Вы знаете, я столько много узнала. Там такие серьезные тексты, просто серьезные. Допустим, «Жизнь на Марсе», когда будет полет туда и так далее, и так далее. Вот. Это что говорят иностранные специалисты по экологии. Вот. Я вот вам покажу все эти работы, сделанные учащимися. Вот. Я очень много сама узнала. Я не скрываю этого. Вот. И вот достижение... Я не говорю, что это орден я получила. Ну, получила я. Ну, работала. Неплохо работала, хорошо. Вот. Но считаю, что достижение мое – отношение детей. Они меня уважают. Они не боятся меня. Первые уроки – страх. Там говорит, ой, она вообще там дьявол. Вот. Страх. А потом в дружеские отношения. Я разрешаю им вставать, уходить по своим нуждам, не поднимая руки, тихо, спокойно, чтобы не терять время и не было шума. Они очень хорошо справляются. Очень хорошо. Вот. У нас очень хорошие отношения друг с другом. Даже если я ставлю неудовлетворительную оценку, у меня дети бегут первыми, дают дневник, которые получили 2. Что интересно, я сказала, с 5 это ерунда, нести дневник. А вот с 2, вот это да. И они честные со мной.
Если они забыли свои все, вот папка у нас, специальная папка, там все карточки, все эти самые, как и тетради, словари немецко-русский, русско-немецкий, свой тетрадочка-словарь, вот. Если они забыли, они до урока открыто подходят ко мне и говорят: Светлана Степановна, я забыл это. Я никогда не ругаю, я всегда, у меня одно предложение: постарайся в следующий раз не забывать. Вот мое предложение. И поэтому они не боятся подойти и сказать мне, что нет у них. Я говорю: бери черновик и участвуй в работе. Если они получили 2, вот у меня такой закон, я ее почти не ставлю и говорю: у тебя есть еще возможность в конце урока, вот, я многих спрашиваю через интерактив, ты можешь исправить. Правда, да? И уже не задают вопрос: можно мне исправить? Они уже поднимают руку. И все исправляют. Я просто на 1 балл меньше ставлю. Вот. Вот такие вроде мелочь, но это достижение. Я считаю, что это отношение между учителем и учеником носит не только образовательный характер. Он носит прежде всего воспитательный, личным примером, чтобы, если я учу, нужно быть честным, я должна быть во всем честная. И они привыкли, что я говорю всю правду открыто. Вот все строится из мелочей. Да. Все, вот. И поэтому я считаю, что вот, когда они говорят спасибо за урок, я говорю, всегда отвечаю: это тебе спасибо. Потому что без тебя я бы не смогла это самое поработать. Тебе спасибо. И они привыкли. Достижения, они очень культурные. Никто не позволяет грубости со мной. Никто. И когда иногда входят учителя и говорят: видят, вот этот разбойник. Я говорю: ну, во-первых, сейчас мой урок. А во-вторых, говорю, у меня великолепный он великолепный ребенок. Он мне ничего не позволяет такого, чтобы я могла его ругать. Вот. Они настолько привыкли к моей правде, что я очень много достигла вот в их воспитании. Я, значит, работаю по немецкому образцу. Это интерактив. Значит, 7 или 8 видов работы. И каждая имеет свое значение и свое направление. Я не спрашиваю вот к доске, чтобы вот так вот все слова. Ну, скажи мне там это семья, там тесть, свекор и так далее, и так далее. Нет. Я все через игры, через все упражнения. Шарада. Я в шараду включаю, я вам покажу вот. Там я оставила все записи. Я вам покажу. Шарада. Туда я включила все вот так. Шарада, змейкой слова, там нельзя перескакивать. Вот. Что она, это самое, какая цель? Во-первых, если он знает это слово, он его сразу ищет. Во-вторых, вторая цель – правильное написание. Если одной буквы нет, значит, я говорю, это не это слово. Дальше. Пропущенные буквы. 2 одинаковые буквы пишу, 2 одинаковые пусть. Поэтому они должны весь список слов просмотреть. Опять они с этим списком. Опять с этим списком. Дальше. Домино. Вот все буквы, как в винегрете. Вот. Нужно из этого же текста составить из этих букв, расставить на свои места и сделать слово из этого же текста. Опять они смотрят, там L есть, и F есть. Опять они с этим списком. С Wortschatz, это запас слов.
Вот. Dальше. Звезда. Я говорю, вот звезда есть без отрыва. То ли отсюда слово начинается, то ли отсюда. Посмотри, открой список слов. Вот, на «ф» есть это? Нет, нет такого слова. На «г» есть? Нет. Значит, остается вот одна вот эта самая. Опять они с этим списком. И когда заканчивается урок, они говорят, а мы все выучили. А мы все выучили. Или, допустим, я пишу это из букв. Вот очень хороший метод. Но это я сама изобрела, это не немцы. Вот, пишу русское слово. Затем ставлю скобки, пустое место. Его надо перевести. Все только из этого текста. Вот. Перевели, и я пишу 4 буква из этого немецкого слова. И здесь вот опять получается слово из слов этого текста, и получается слово из этого текста. То есть они трижды на этом упражнении, трижды ломают себе голову опять с этими словами. И самое главное – конкретная поэзия. Конкретная поэзия – это не стихи. Это что-то изнутри. Вот если тема «семья», я говорю, подойдет слово «крыша»? Они маленькие. Да, это дождь, это вот чтобы не намочить. Нет, я говорю, крыша – это семья, это крыша. То есть вот вы оттуда, где-то изнутри вышло это слово «крыша». Хорошо. Слово «настроение» подойдет? Подойдет. Если у вас хорошая семья, если тема «семья», подойдет? Подойдет. Настроение. Вот. Дальше. Надежда. Если хорошая семья, есть надежда, что ты дальше будешь что-то. И так вот, вы одно слово скажете. Нет, не слово «мысль», я говорю здесь. Она другое, третье. И получается, их 12 человек, 12 мыслей. То есть что? Моя цель – увеличить запас слов к этой теме. Не там вот мама, папа, бабушка, дедушка, двоюродный брат. Меня это не интересует. Мне это не интересно. Мне интересна конкретная поэзия. То есть поэзия души. Вот что-то изнутри. Она думает. Сначала было очень сложно. Сначала я делала 9, 10, 11 класс, а потом решила, нет, я сейчас попробую с маленькими. И вы что думаете? Конечно, намного меньше, но они уже соображают. И сейчас они, ой, это конкретная поэзия. Ой, это конкретная поэзия. Или если я пишу стихи, допустим, Der Krieg ist Mut, der Krieg ist Blut. Война – это мужество, это кровь. Я говорю, относится это к этой конкретной поэзии? Вот. Они нет. Правильно, потому что кровь, ясно, что война – это кровь. Это уже слово «еж» будет. И мужество, конечно, мужество. А вот если я пишу, это, говорю, «Unser Soldat ist die Lebensquelle», источник жизни, наш солдат – источник жизни. Будет конкретно? Да, будет. Или «Reine Welle», чистая волна. Будет? Да, будет. Вот. Или «Meine Seele» – это как моя душа. Будет. То есть я на этих примерах своих стихов говорю, найдите мне все, что относится к конкретной поэзии и к слову «еж». Уже индивидуальное мышление. Я подвожу итог. Они работают, я подвожу итог. Вот у них вот это самое, только индивидуальное мышление. Или есть вот банд, вот связь какая, вот, допустим, семья. Я первое, что семья, пишу стрелочку, состав семьи besteht aus, потом состоит из, потом это die Kinder, дети сколько. И вот по этому банду вот это, они могут спокойно не заучивать текст. Они прям вот по этим стрелочкам пересказывают мне текст. Но мне не интересно, есть ли у них родственники или чего. Я очень большое значение придаю социальным вопросам. Я говорю, какие отношения у вас с мамой? Ругаешься с мамой? С папой ругаешься? Деньги просишь? На что просишь? Тоже увеличивай запас слов. И таким образом тема «семья» там обрастает
таким количеством, вот, в конце вот у них большие-большие тетради, я говорю, амбарную книгу, они половину ведут словарик, вот так тут я сгибаю, здесь словарик, и они здесь все записывают, чтобы одна тетрадь была большая, чтобы не было вот так много. И они это вот пишут эти слова. И получается, кроме вот этих 20 слов, которых членов семьи, мне это не интересно. Потому что немцы будут спрашивать, а как у вас там в семье отношения? Есть ли у вас животные? Вот, как вы их кормите? И так далее. Они очень любят животных. Вот. Вот так. Вот у меня очень много, вот 8 или 9 видов интерактива. Вот так они работают. И каждый, вы знаете, они берут, вот, они уже не переписывают друг у друга, не списывают. Они, я говорю, вот в этой шараде, кто 10 найдет слов, тут же ко мне я ставлю оценку. Вот. И они все, они такие, как будто им уколы наделали какие-то такие. Вот. И мне еще одно слово осталось. Вот, я уже вот это сделал, я вот это сделал. Они не уходят с урока. Звонок, они не уходят. Подождите, смотрите. Я говорю, дети, дайте мне немножечко отдохнуть. Сейчас у меня, вот видите, дети другие. Вот. Ну ладно, ну посмотрите. Ну я же вот сделал, вот, посмотрите. Ну, я смотрю, конечно. Я говорю, я ведь что хочу? Чтобы вы были, вот сидите вы в какой-то компании, вы не просто сидите, вот как тупые слушаете, чтобы вы могли достойно что-то внедрить в разговор. И будут говорить, смотри, какой не маленький, а посмотрите, какой он ушлый. Вот. Я всегда говорю, чтобы когда сказали слово таджик, чтобы все глаза искрились. Искрились. Вот моя цель. Вот так. И они не уходят с урока. Они просто не уходят с урока. И открыто говорят, а это мы туда не пойдем. Я говорю, нет, дети, я очень прошу, не подводите меня. Уже 5 минут прошло со звонка, не подводите меня. Не надо, мне этого не нужно. Я посоветовала, во-первых, нужно больше читать. Каждый по своему предмету. Но поскольку я филолог и языковед, я, конечно, у нас очень много англичан. Очень много их. Вот. Я бы посоветовала, чтобы они читали, хотя бы знали фамилии своих распространенных этих писателей. Вот как у нас, вот Анна Зегерс, ну, Бертольд Брехт, Келлерман, Два Мана или Фейхтвангер. Вот, понимаете, чтобы они хотя бы фамилии их знали. И, конечно, чтобы они их читали. И, конечно, чтобы они языком занимались больше. И, конечно, чтобы они примитивно не вели уроки. Только даже мои дети говорят, ой, там вот, Светлана Степановна, сидят только... Или, ой, они вот, только читают. Я говорю, читать, переводить каждый может. Вот я даю правила чтения, 43 правила. Открывайте, говорю, здесь правила, здесь текст. Что здесь такое ума? Здесь ума не надо. Словарь взял, переводишь. Чтение, перевод, смотришь правила чтения. И все здесь. Мне этого недостаточно. Это каждый может прочитать. Вот. А получается, что они только пишут и читают. Жизнь – это работа. Время – это такой отрезок, ограниченный отрезок жизни. Любовь – это когда люди смотрят вместе, вдвоем в одну сторону. Я бы хотела, вам бы, чтобы вы посмотрели, как я работаю, я бы хотела, чтобы вы посмотрели, как
хотя бы послушали одно стихотворение на немецком языке. Чтобы вы прочитали одно стихотворение, я принесла на русском языке. Вот как раз про жизнь, про душу. У меня вот этот крик души. Или мысли в себе. Вот. Чтобы картина была такая ясная и чтобы правдивая. Чтобы я доказала, что это правда. Послушайте, пожалуйста, тихо-тихо. Послушайте, я о душе вам расскажу. Не все в ней так уж лихо. Просто ее состояние я вам расскажу. Душа моя надежная подруга. Душа – это что-то там, внутри. Это череда событий друг за другом. Хоть верхом их переверни. Душа – мои страдания каждый день. Душа – моя гордость, порой одиночество. Душа – это светотень. Душа – это порой не очень доброе пророчество. Душа – это по лицу текущие слезы. Душа – горький плач внутри меня. Душа – это просто обычные грезы. Успокаиваю я часто сама себя. Душа – состояние какой-то безнадежды, что убивает тебя до конца. И думаешь ты о белых одеждах, которые надеваются до предсмертного венца. Душа – мое терпение, выдержка, сила. Душа – в клетку загнанный зверь. Душа порой меняешь шило на мыло. Душа – закрытая в сердце дверь. Душа – это чувство, зовущее к жизни, к счастью. Душа – это радуга на чистом небе. Душа – это крепость от ненасти. Душа – это тепло в горячем хлебе. Душа – это мое утверждение. Душа – это мое сочинение. Душа – моей духовной силы подтверждение. Душа – это, видимо, начало моего рождения. Душа – мой в жизни принцип и закон. Душа – знак «никогда не вставай на колени». Душа – это честь и поклон. Душа – это в будущее рвение. На немецком я вам скажу стихотворение, которое я сама написала. И по ходу буду переводить вам, да? Хорошо. Про немецкий язык. Deutsch ist Goethe, Heinrich Heine. Deutsch ist wunderbar. Deutsch sind Träume meine, deine. Deutsch ist kostbar. Deutsch ist meine große Liebe. Deutsch ist meine Kerze. Deutsch ist meine Zukunftssiege. Deutsch ist breites Herz. Немецкий язык – это Гёте и Гейне. Немецкий язык великолепный. Немецкий язык – это мои мечты. Он бесценный. Я очень люблю немецкий язык, потому что немецкий язык – это жизненная свеча. Немецкий язык – это победы в будущем, это мое широкое сердце.